прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Позитивные изменения. Рамзан Кадыров провел серию встреч с президентом России, королем и принцем Бахрейна в Москве. Лидер народа вписал свое имя золотыми буквами в историю Чеченской республики и в историю всей России. О роли первого президента Ахмата Хаджи Кадырова в установлении мира обсуждали в Грозном. Прекрасная сунна. Региональный общественный фонд провел крупную благотворительную акцию в муниципалитетах. Что входит в продуктовые наборы, расскажет Наталья Депутатова. Развитие всех отраслей чеченской экономики идет планомерно. Реализуется одновременно более 500 инвестиционных проектов. О социально-экономической ситуации региона доложил Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Обсуждались вопросы участия республики в СВО, деятельность регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова по поддержке наших бойцов и снижения уровня безработицы. После глава республики провел встречу с королем и принцем Бахрейна. Репортаж Адама Магомедова. На встрече с президентом России глава региона доложил о социально-экономической ситуации в субъекте. Реализуется более 500 инвестпроектов, среди которых строительство 2 гидроэлектростанций, нового аэропорта, железнодорожного вокзала и модернизация цементного завода. Объем инвестиций в основной капитал более 163 миллиардов рублей по итогам прошлого года. В процентном соотношении втреть мы выполнили показатель аналогичного периода прошлых лет. Мы сегодня открыты для всего мира. Это мы демонстрируем не просто на словах, а на практике. Рамзан Ахматович создал всю необходимую инфраструктуру для развития в Чеченской республике бизнеса. Принимаются меры по регулированию безработицы. До конца года планируется снижение до 5%. Этому будут способствовать инвестиции, которые помогут создать свыше 10 тысяч рабочих мест. Глава региона продемонстрировал президенту страны то, как преобразится Грозный уже в ближайшем будущем. К примеру, в столице республики возводится новый район имени Владимира Путина на 2 миллиона квадратных метров жилья и 900 тысяч квадратных метров различных объектов соцназначения. В их числе садики, школы, мечеть, а также 142 дома в 9, 10 и 30 этажей. Эти инвестпроекты, они очень влияют на снижение безработицы. Кроме того, в рамках Министерства труда и занятости и социального развития Чеченской Республики проводятся тоже мероприятия. Это дополнительные мероприятия в рамках программ, такие как общественная работа. Организовываются ярмарки вакансий. Ярмарки вакансий у нас организуются по каждому району, в том числе и региональные. Рамзан Кадыров рассказал и об участии региона в СВО. С начала спецоперации в зону боевых действий было отправлено 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев, прошедших курс подготовки в Российском университете спецназа. Благодаря активной поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова закуплено 1693 единицы спецавтотранспорта и 6 тысяч квадрокоптеров. Ежедневно докупается еще порядка 100 штук. Оказывается помощь семьям погибших и раненых военнослужащих. Всего на Украину отправлено 26 тысяч тонн гуманитарного груза. В завершении встречи руководитель субъекта поблагодарил Владимира Путина за всестороннюю поддержку и участие в позитивных изменениях региона, а также пригласил национального лидера в гости. В общей сложности все подразделения Минобороны России на всех своих участках продвигаются вперед. Противник уже ощутил на себе вот эту мощь российских вооруженных сил. Спасибо Рамзану Ахматовичу, который держит руку на пульсе круглосуточно, контролируя ситуацию, связанную с нашими подразделениями, обеспечивая их всем необходимым. Спасибо руководителю фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне,
который обеспечивает нас всем, что необходимо. Вопрос однозначен. Ахмат – сила, Россия – мощь. Бог велик, Аллаху Акбар. Победа, она за нами. После подписания 7 соглашений между Владимиром Путиным и королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль-Халифой, где присутствовал глава республики, Рамзан Кадыров встретился с монархом лично. Рамзан Кадыров поприветствовал короля Бахрейна Хамада бин Ису Аль-Халифу и наследного принца Насера бин Хамада бин Ису Аль-Халифу, которые находятся в России по приглашению президента страны. Король отметил, что рад встрече и поблагодарил министра региона по физической культуре и спорту Амада Кадырова за его недавний визит в Бахрейн и подчеркнул свое уважение всему чеченскому народу, так как их связывает одна религия и братские отношения. Он также выразил признательность руководителю субъекта, который поддерживает мусульман России. سعيدين خسخيتك بالقبضة ضد الشيء قرش عشان ميل خسخيت حقوقين تخن أحياء جيش وقت الجنوبية حد قومنا حد بتشارك حكومتية بوق ما قطونا وشكو بحريني حوان سخاني الله جنوات سرهم وقو قد أحمد بنيف فرحنا شو خسخيت يلي وين عسيرها داري الله قدش حجز عني على سجلت كده قاعدين دوام شادين تجوا هذا قاعدين دوام يا كاشو هو يبغى شاف كده كاشو هذا كده بس يبغى دوام هذا مش دوام شو الدقيقة هذا جو هذا كده يبغى دوام تأكل وتسوي ثلاثة أنا بركة ما شاء الله شو عنديش سكر بالله مش كاهي كثير حدا يحكي سكر حدا يتنش ما شاء الله هذا جزاك الله. Глава региона является связующим звеном во взаимоотношениях между Россией и арабским миром, что позволяет реализовывать совместные проекты и укреплять связь для дальнейшего содействия. Адам Магомедов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Футбольный клуб «Ахмат» возглавил министра по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров. Решение было принято на заседании Совета директоров. Напомним, ранее данный пост почти 13 лет занимал Магомед Даудов, который сложил в себя полномочия. Он же и предложил кандидатуру Ахмада Кадырова и выразил уверенность, что под его руководством футбольный клуб добьется новых и значительных вершин. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова провел новую акцию добра. Продуктовые наборы в первую очередь распределили нуждающимся семьям. Слова признательности за поддержку звучали по всей республике. О содержимом продуктовых наборов расскажет Наталья Депутатова. 70 голов крупного рогатого скота, 40 600 кур, по 3 буханки хлеба на каждую семью в очередной раз отправили по районам республики. Пакеты с продовольствием развезли по домам. Эта акция уже стала традиционной. Ее проводит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. غدا شنير حش خوش تشا حبوش بوشة إشتا دسل دل ساق دل ويسر دل قبل دل دل يرسل عليه الصلاة والسلام شبيرت له حديث على دنيا جساق داخل بناء كان دورش قيمة النحا الله دل عندك قنهد من عندك الآخر بوال دل قبل دل سمال دخل ساق دل سنيت وعد قوت شيله دل نحى بركة يله. В Аргунском городском округе помощь в виде мяса кур и жертвенных бычков, а также свежий хлеб получили более 2000 семей, которые были поставлены на учет как нуждающиеся. В эту категорию входят совершенно разные люди. Ежемесячно, можно сказать, направляем письма со стороны уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Чеченской Республике. Ежемесячно выделяется помощь нуждающим людям подучетно лиц. Волонтеры из самых разных организаций разложили продуктовые наборы по пакетам, погрузили в машины и разъехались на раздачу. Жители не в первый раз получают помощь от регионального общественного фонда и не устают благодарить за это Аймане Несиевну Кадырову и всех, кто принимает участие в акции.
Dalgazat qobuldala ahn haji özünde oqundala Mosu zaman şadın irsatlu buluş dağır xilqoy masiri teri ve masiri Sixsig yahtun sagen humallo sixsig hausa buq üschen rodo del rezqil sana Ahmad Haji irdal sağyıl bizinde buqunde أحمد حاجين إردال قبل صاغي دائما يحشق صاغ مصدقش. Раздача жертвенного мяса и хлеба малоимущим и остро нуждающимся проводится регулярно. В этот раз помощь получили жители сразу нескольких районов республики. Люди с благодарностью принимают ее и выражают слова признательности. ده أول بن ساخلي سويل بيزندير بتشان تير بيزندير أحمد حاجين تير أيماني ده ساق بيل ده أول بن ده ساق بيل شهر كل ده بيزندير أحمد حاجين إير رمزان أيماني ديل ريز خليل خد ده قاعدة كن تكون أرساعين Широкомасштабная акция откликается в сердцах людей, ведь она доставляет радость всем тем, кому действительно нужна поддержка. Это забота, согревающая души. أحمد حشفون دي رغير ده التنساعدو بر رمضحش داخل يرقطوا جيش كساعدو بيسا ده ساعدو بر تنتير تحشين حاد تير غوز دايلا ويقومنتير ويأربو ليش بوشكنشتير مستنتير ده ساعدو. Улыбающиеся лица жителей и неподдельная благодарность говорят сами за себя. Жители городов и сел радуются этой поддержке. Продуктовые наборы всегда доставляются сотрудниками фонда прямо к дверям домов семей. Руководство региона оказывает самую разную помощь всем тем, кто в этом нуждается. Благотворительность Чеченской Республики уже давно стала обычным явлением, но каждый раз люди с признательностью принимают помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А имя Аймани Несиевна стало синонимом добра и милосердия не только в нашем регионе, но и по всему миру. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Историю героического пути и политической деятельности первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова обсудили в Грозненском нефтяном техническом университете на встрече со студентами. Организатором выступило Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Спикеры рассказали о значительном вкладе политиков в историю современной России. С самого начала он уделял большое внимание культуре и науке. Мало кто тогда верил, что вообще удастся кому-либо справиться с такими задачами, как восстановление и возрождение региона. Благодаря фундаменту, заложенному Ахматом Хаджи Кадыровым, сегодня наша республика – процветающий край, уверенно вставший на путь инновационного развития. Человек, о котором мы сегодня говорим, своим трудом, своей отвагой, своим героизмом и мужеством вписал свое имя золотыми буквами в историю Чеченской Республики и в историю всей России. В новом районе Грозного, названном в честь президента страны, активно проводятся строительные работы. Выполняются они в строгом соответствии с намеченным планом и с соблюдением высоких стандартов качества. Планируется, что там будет проживать 70 тысяч человек. Какими темпами идет работа, выясняла Валентина Гусевская. Строительство нового района имени Владимира Путина развернулось на территории в 200 гектаров. Каждый этап возведения зданий прописан и учтен в чертежах. Начали активную застройку с 9-этажных так называемых дубайских домов на продолжении проспекта Путина. 2 дома на стадии разработки котлована. 1 дом строится подвальный этаж, а остальные 6 домов на стадии уже завершены перекрытие 1-го этажа
коммерческого этажа. Возводятся стены второго этажа, именно жилых помещений. Ведутся работы по устройству опалубки стен второго этажа на отметке плюс 7,79. Все материалы для строительства производятся в России. Инертные материалы – песок, цемент, щебень из Чеченской Республики. Арматуру привозят из Донецка и шахт Ростовской области. После этапа котлована строят подвальный этаж и возводят фундаментную плиту высотой 1 метр. Для нее более 2000 кубов бетона заливают непрерывно. У каждого специалиста своя технология строительства, проверенная годами. В данном случае шахта лифта возводится сразу после заливки фундаментного основания, чтобы в дальнейшем был доступ к армированию стен. В зависимости от этапа на строительную площадку привлекается разное количество рабочих и техники. Каждый занят своим делом. Устанавливают арматуру, заливают бетон, красят его для гидроизоляции. Геодезические точки нам дали, сейчас мы акции делаем. После этого будет опаловка, в дальнейшем будет опаловка. Совместно с возведением проспекта производится демонтаж старых строений. Строительство ведется по секторам поэтапно. Чтобы выполнить железобетонные работы на 2 этажа, требуется 1 месяц. Все строительство идет в строгом соответствии с намеченным графиком и с соблюдением всех стандартов качества. Этот сектор 6. На секторе 6 находится 2 дома жилых, многоквартирные. В данный момент мы возводим коммерческий этаж. Все рабочие есть, около 36 человек здесь работает на 2 домах. Сейчас начали делать гидроизоляцию. Как закончим гидроизоляцию, будем обратно засыпку делать. По плану в районе будет 130 многоквартирных домов с 30 тысячами квартир. Более 2 миллионов квадратных метров жилья уже находится на стадии строительства. Будут возведены и объекты социального значения, такие как школы, детские сады, спортивные и культурные центры. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Командиры Юг-Ахмат и сводного отряда МВД по Чеченской Республике, а также начальники отделов МВД по Шаройскому и Шатойскому районам проверили условия несения службы наших бойцов в зоне СВО. В первую очередь они ознакомились с уровнем их обеспечения и укомплектованности всем необходимым при выполнении боевых задач. Пообщались с личным составом, обсудили вопросы взаимодействия между чеченскими подразделениями. Награждение участников всероссийского проекта «Вызов первых» состоялось в стенах столичной 3-й школы. В рамках регионального этапа прошли следующие дисциплины: бесконтактное регби, метание мячей в цель, планка, челночный бег, скакалка, прыжок в длину с места и подтягивание. В соревнованиях приняли участие порядка 600 человек. Главной его целью – воздействие на развитие личности посредством физической культуры и спорта. Победителям и призерам вручили кубки и дипломы. Чеченские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ. Экзамены по предметам по выбору, географии, химии и литературе сегодня одновременно стартовали в 10 часов утра. Следующий обязательный экзамен по русскому языку состоится 28 мая. Адам Магомедов следил за процессом. Сотни чеченских школьников волнительно подходят к основному этапу сдачи ЕГЭ. В качестве поддержки их провожают и подбадривают родители, учителя и одноклассники. Каждый проходит через рамки металлодетектора строго по спискам, чтобы не пронести ничего лишнего. Лишним считается все, кроме принадлежностей таких, как черная ручка, обязательно паспорт, как удостоверение личности, вода, шоколад. И если ребенок какой-то категории особых детей, то есть, например, у него сахарный диабет, он может брать с собой специальный препарат для инсулина. После организаторы проводят учеников в аудитории, где они садятся по одному за парту. Ход проведения экзаменов проверяют представители Министерства образования Чеченской Республики. В этом году в регионе появились изменения, коснувшиеся технологической части, которая теперь стала жестче. Мы внедрили в этом году так называемую технологию печать и сканирование в аудитории. Это означает, что работа участника экзамена, она физически не выходит из аудитории. Выпускник написал работу, и там же в аудитории, в той же аудитории, где он писал эту работу, работа сканируется в федеральную систему ФИС-ГИА приема, и на этом все. Для него экзамен завершен.
После начала экзамена в течение следующих 210 минут в аудитории могут находиться только члены комиссии и выпускники. За ними пристально следят камеры видеонаблюдения, записи из которых будут храниться до начала следующего учебного года на случай возникновения вопросов к результатам ЕГЭ. В 23 мая в Чеченской Республике работает 17 пунктов проведения экзаменов. 2067 учеников различных школ сдают географию, химию и литературу. В течение нескольких дней они готовились к этому моменту. И сегодня каждый будет пожинать плоды своего труда. Есть также маломобильные группы учеников. Для них в пунктах проведения экзаменов созданы комфортные условия, а также предоставлена возможность сдачи на дому под дистанционным видеонаблюдением. Адам Магомедов, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.